молодым были. Был такой депутат Сажи Умалатова. Не помню. Не помните. Она была депутатом Верховного Совета, естественно, принимала участие во всех съездах депутатов, народных депутатов СССР. В конце 80-х, я как сегодня помню ее выступление, она была яркая, очень такая образованная, смелая, энергичная и, самое главное, была патриотка своей родины, Советского Союза, Сажи Умалатова, депутат. Она брала слово и выступала с трибуны Верховного Совета Союза СССР, а председательствовал съездом Михаил Сергеевич Горбачев. И сидели все руководители 15 союзных республик в президиуме. Она выступила и говорила, так ярко выступила, так жестко выступила, говорила, что Горбачев предает родину. Он продает, начал продавать свою родину. Если так будет продолжаться, дальше Советский Союз не может существовать. Она как женщина, мать, она практически плакала. Одумайтесь, ребята, одумайтесь, давайте сегодня остановимся. И она внесла предложение об оказании недоверия Михаилу Горбачеву. И в зале, знаете, тысячи представителей народа осуждали, клеймили ее. Начиная от этих руководителей 15 республик. Усмехались, смеялись над ней. Многим она казалась, что она умалишенная. Но она была права. Я в то время был на последних курсах университета, и мы днем и ночью следили за ходом съезда депутатов, народных депутатов. Интересное время было. К чему я это говорю? Огромная толпа, многотысячная, ну, сколько там было, более 2500 депутатов, так? И она оказалась одна. Сегодня история показывает, доказывает, что она была на 150% права. И не только Горбачев несет ответственность за это. Все те люди, которые сидели в зале, они должны нести корпоративную ответственность. Потому что при их молчаливом согласии творилось то, что творилось. И сегодня то же самое. То, что при Атамбаеве, то, что сейчас при Джеймбекове делается и предыдущих президентах, корпоративную ответственность должны нести все те, которые ходили, аплодировали, хвалили, поддерживали. Вы согласны с вами? Депутат Умалатова. Дорогие товарищи, я вношу предложение в повестку дня включить вопрос о вотуме недоверия президенту СССР. Уважаемый Анатолий Иванович, я вас очень прошу меня не перебивать. Я буду неприятные вещи говорить, это я отдаю себе отчет, но я вас прошу. Руководить дальше страной Михаил Сергеевич не имеет просто морального права. Нельзя требовать с человека больше, чем он может. Все, что он мог, Михаил Сергеевич сделал. Развалив страну, столкнув народы, великодержавную страну пустил по миру с протянутой рукой. Не знаю, дорогие товарищи, может быть, вам импонирует это подаяние, но меня это глубоко оскорбляет и унижает. Уважаемый Михаил Сергеевич, народ поверил вам и пошел за вами, но народ оказался жестоко обманутым. Вы несете за собой разруху, развал, голод, холод, кровь, слезы, гибнут невинные люди. Люди не уверены в завтрашнем дне, и их просто некому защитить. Вы должны уйти ради мира и покоя нашей многострадальной страны. Дорогие товарищи, я знаю, что среди тысячи голосов мой голос глухонемой. Он может быть не услышан. Это последняя вера и надежда народа. В стране нет хозяина, а нет хозяина, то и выполнять некому. Если президент вместо того, чтобы сказать, что мы должны работать и объединиться, и находить внутри страны все, что нам необходимо, накормить, одеть, обуть,
то он выходит на трибуну и рассказывает, кто какие подачки нам дает. Съедим, а потом что? Мы живем по принципу, нам бы день простоять, до ночи продержаться, там и наши придут, и освободят. Я не знаю, кого мы ждем. Под аплодисментами Запада Михаил Сергеевич забыл, чей он президент. И не чувствует абсолютно пульс страны. А авторитет, уважаемый Михаил Сергеевич, должен быть с порога родного дома. Страну захлестнула безнравственность, злость, ненависть, преступность. Гибнет страна. Многие здесь думают, 2 минуты. сохранив... Все ясно. Ничего. Извините. Заканчивайте. И простите меня, пожалуйста. Я вношу предложение. Ну, вносите. Не надо. Товарищ Умалат, у вас еще 2 минуты. Пожалуйста. Хорошо, у меня 2 минуты, и дайте мне говорить, пожалуйста. Но многие здесь думают, вы кричите, это ваше право. Я это чувствовала. Сохранив Михаила Сергеевича, себя сохранить, да, и я бы так хотела, но это глубокая ошибка. Волна смоет всех, волна никого не оставляет на своем пути, ни правых, ни левых. Поэтому я прошу предложение внести в повестку дня первым пунктом мое предложение о вотуме недоверия Михаилу Сергеевичу. Если не будет принято, я прошу поставить это предложение на поименное голосование. Я считаю просто предосудительным даже намек на какое бы то ни было инспирирование мной выступление против президента. Я считаю, что это действительно, я просил бы съезд, чтобы это было передано в комиссию по этике. Уважаемые товарищи депутаты, я недавних времен очень жалела, что я не родилась мужчиной. Я честно говорю, я очень этого хотела. Но за последнее время я благодарю Бога, что я не родилась мужчиной, потому что позора этого я бы, наверное, не пережила бы. Моя совесть моя гражданская, никто, если бы даже мне группа какая-то, какая бы она ни была, в составе 100% сказали бы, вот мы тебе поручаем, иди выступи, я бы этого не сделала. Почему? Потому что через минуту у кого-то могло бы измениться мнение. Кто-то бы отсутствовал бы. И представьте себе, я бы вышла, сделала бы это заявление, и кто-то бы пришел и сказал, нет, это не мы, в каком бы виде я выглядела, я бы этого никогда бы не допустила. Почему сегодня думают люди, что депутаты не имеют свое мнение, что женщина не имеет свое мнение, что человек не имеет свое мнение? Это что за рабская психология, в конце концов? Когда мы от нее избавимся? Мне стыдно.